начинаем нашу сегодняшнюю встречу, очередную встречу в рамках нашего цикла, который называется «Первый вагон». Сразу хочу сказать, что, к сожалению, сегодня без одного спикера мы проводим нашу встречу без Галины Евгеньевны Дербеневой. По уважительным причинам она не смогла подойти и порадовать нас. Вот. Поэтому наша встреча сегодня сконцентрирована на Александре Анатольевиче Архименке. Я его представлю просто как музыканта. Я думаю, что сам Александр и в своем творчестве, и в диалоге с вами, с нами, со всеми раскроет подробнее себя и свое творчество. Поэтому мы начинаем. С чего начинаем? С песни или с видео, может быть, какого-то? Александр? Не знаю, как хотите. Ну, давайте мы начнем с вашей музыки, как? С песни. Хорошо. Ну, встреча переносилась, да, она должна была состояться 1 числа. Сначала заболел я, вот еще и хриплю, пока не до конца выздоровел, восстановился. А Галина Ильинична на этой неделе, вот она заболела. Не получилось сегодня у нас вдвоем. Галина Ильинична Дербенева — это один из поэтов села Зеленец. У нас там проживает несколько поэтов, с которыми мы сотрудничаем. И вот больше всего песен написано на стихи Галины Ильиничны. Так, ну я, наверное, спою, да, одну из песен. Вот только что мне сообщили буквально сейчас, что сейчас показывали по Юргену, приезжали, и вот там кусочек песни звучал, а записывали они. Сейчас полностью спою стихи Галины Ильиничны Дербеневой. Постою под березкою, перейду под сосеночку, за красою неброскою вслед шагну по проселочку. Всюду родина милая, всюду мой отчий дом, наливается силою хлеб поляк за село. Всюду родина милая, всюду мой отчий дом, наливается силою за село. Обнимаю черемуху и любуюсь рябиною. Сень прохладного омута смотрит Ива стыдливая. Все плохое забудется, а хорошее вспомнится. Только эхо заблудится далеко за околицей. Все плохое забудется, а хорошее вспомнится. Только эхо заблудится за околицей. Тянет вишня несмелая мне ладони горячие, просит яблоня белая, обними меня, спрячь меня. Сторона моя нежная, край березовый мой, ты любима заснеженной и зеленой весной. Сторона моя нежная, край березовый мой, ты любима заснеженной и весной.
постою под березкою, приду под сосеночку, за красою неброскою, след шагну по проселочку. Всюду родина милая, всюду мой отчий дом, наливается силою хлеб в полях за селом. Всюду родина милая, всюду мой отчий дом, наливается силою за селом. Наливается силою за селом. Александр, пожалуйста. Да. Это сразу хочу сказать, что под гитару вот эта песня была написана для моей жены. Собственно, вот эта песня, которую многие видели, изначально тоже была написана для нее, для сольного концерта. А так, все песни, которые я пишу, я не пишу для себя, это такая домашняя, скажем так, такая версия, потому что она изначально представляет из себя, то есть у меня в голове звучит оркестр, и она для исполнителя. То есть это для женского исполнения, для одного человека под оркестр. Потому что есть прям песни, которые действительно под гитару, да, звучит красиво, но я ее представляю немножко по-другому, скажем так. Вопрос какой был? Да, разрешите, я воспользуюсь своим правом ведущего и задам первый вопрос, что это за звук странный. Александр, ты помнишь, вы помните свое первое музыкальное впечатление детское, которое повлияло на то, что вы решили стать музыкантом, заниматься музыкой, сочинять музыку? Так, ну, сочинять... У нас, значит, музыка меня давно интересует, это долгий разговор, вот, по поводу инструментов, потому что у нас раньше, когда даже появился телевизор, я как-то увидел даже скрипку, и захотелось придумать инструмент, и вот уже учась в колледже, когда у меня чертежи даже были, то есть хотелось сделать, то есть чтобы скрипку не так постоянно нет, чтобы было колесо, оказывается, такой же инструмент есть, у нас колесо ладировано уже, то есть в точь-в-точь инструмент, то есть таких случаев очень много. Вот. А так у нас был в ансамбле множество гармонистов, может кто-то постарше помнит, раньше на игре гармонии участвовали, ну, большой ансамбль, там уже большинство уже нет в живых. Вот. И так я решил поступить в колледж культуры. Сегодня у нас эти педагоги с колледжа культуры. Отучился, поехал в университет, отучился в университете, и так дальше пошло, потихоньку поехало. А если говорить о творчестве, то я больше делал даже аранжировки. Вот там есть небольшое видео, там песня «Учителя», наверное, помните, да? На День учителей у нас моя однокурсница Мария Карманова, сделали песню, под фортепиано исполнили, и уже вот в дальнейшем, буквально там несколько лет назад, школьники пели в Зеленце, я написал минусовку, они уже исполняли как под минусовку. Но это так, были так песни, потом так много-много лет я ничего не пишу, а вот когда потом приехал в Зеленец, как-то так вот, ну, думал, как-то, может, созрел, что ли, для сочинительства, и уже начал писать различные песни. В 2020 году, по-моему, в 2020 году, в апреле, приехали где-то так в Зеленец, в 19-м, вообще не помню, 20-м, наверное. И так уже более серьезно стало. То есть я так себя постоянно критикую, может быть, как бы надо было раньше, ну, еще вопрос. Как получилось? Да, вот. Есть еще вопросы? Или переходим к Александр Анатольевич, посчастливилось с вами вместе поработать. Вот. У вас, я знаю, что очень много, это, наверное, больше для нынешних студентов будет интересно, у вас очень достаточно большое количество инструментов, которые вы даже заказывали, они разные. Вот. Скажите, пожалуйста, с тех времен волшебных что-то еще приобрелось? И для студентов, если можно, то расскажите, какие у вас вот такие интересные предметы по поводу всех остальных. Понятно, но их много.
много, там, не знаю, может, более... Тут надо, когда меня спрашивают, на каких инструментах я играю, проще надо спросить, на каких я видах. На видах-то на всех играю, на каких не играю, сложно ответить. Потому что когда вот я, когда сюда приехал, когда отучился в 11-м, то ли в 13-м году, в 11-м, наверное, когда вот в колледж пошел культуры, до этого в околице, Северной околице работал. И там вот как раз таки заказывал первым у нас в Республике Коми колесная лира, такой, кто-то знает, да, инструмент такой? И потом я уже заказал себе еще один, когда выиграл грант, и на грант, вот. А так, гусли, колесная лира, струнные, это как бы гитара, балалайка, гусли различные, гудок, ударные инструменты, есть дарбука, то есть сделано под заказ различные бубны. Кстати, многие думают, что на бубне просто играть, я скажу вам нет, просто, может, многие не видели, как на нем играют, вот. И, ну, понятно, гармошка, вот, клавишные инструменты различные. То есть это виды инструментов. Инструментов много. Сейчас они используются. Вот мы с вами как раз таки начинали делать вертеп, и большинство инструментов там были использованы. Сейчас вот с детьми уже в Зеленце тоже вертеп делали, и вот тоже они там используются. Ну и так на некоторых концертах. Ну, вот. Ответить? А из новых, если вы спрашиваете, ну, из новых инструментов хотелось бы, сейчас пытаемся, у нас уже ученик, скажем так, вот у нас Олег Иванов уже на гармошке начинает других людей учить, и вот сейчас, может, скоро в Дом культуры гармошки еще приобретем, хотя их много, ну, хороших я имею в виду. А если бы было, финансы были бы, то я бы много себе инструментов заказал, потому что есть такие инструменты, которые, да, хотелось бы у себя иметь, но все упирается. Вот. А гусли мы эти увидим здесь? Да. А гусли мы эти, наши гусли? А гусли, это значит, Анастасия Шугаря, включите, пожалуйста, кусочек, хочу все-таки услышать, как она изначально звучала, песня. Нету. Это, наверное, все слышали, да? Не слышали? Слышали, но мы еще раз послушаем. Давайте посмотрим. Да. Мама, они о тебе.
Сибири на морозе на куске голыми руками. Настя, она играла, да. Но кусок включите с концерта. Понятно, что там запись немножко другая, камера похуже. Итак, родилась новая песня, именно как на концерт. Для всех мам. Можете перемотать там где-нибудь в середине. Полностью взрослые песни. Александр Васильевич. Где-нибудь перемотайте, просто там, хотя бы просто послушали чуть-чуть и все. Да, это был сольный концерт, у Александра, помните, в каком году? 21-м? А? Не, не прошлом, позапрошлом, 23-м уже. Когда была внутри, она закрыли. Это онлайн-концерт. А там подписано внизу, да. Кстати, подписано, 21-м, наверное. Конечно. Да, да, апреле, помню. Вот. И, в общем, было написано для моей жены, для сольного концерта 2 песни. Вот. И одна из них на стихи Дербеневой. Рассказать, да, коротко о песне сама, надо? Вот интервью тут брали Галине Ильиничной, она написала, там у нее тяжелая ситуация была, не стала мамой. Вот. А когда я прочитал стих, дело в том, что и я, и жена, и дети, и мама, и бабушка, все зимой родились. То есть у нас так вот, когда Новый год, это катастрофа в семье, потому что деньги, только одно держит не заканчивается, начинается второе, третье, четвертое и так далее. И вот, то есть я читаю стих и вижу, что как-то что-то есть общее, и надо написать песню. Ну, собственно, так потом и получилось. А вообще на Галину Ильиничну, я так, если посмотреть, если я вот сейчас буду без разговоров, без перерыва петь, это примерно 3 с чем-то часов. Это все только на Галину Ильиничну песню. Поэтому сегодня хотелось бы что-то еще другое исполнить. Вот. Так, ну давайте, наверное, спою еще одну, да? Сначала таких лирических, а потом уже немножко других, да? Так, ну еще один стих про Родину. Так, давайте это спою.
дочку мать. Родина ты малая, проще соловей. Нет, не перестану я песни быть твоей. Выйду за околицу, в пояс поклонюсь, и уж есть что молиться за святую Русь, и уж есть что молиться за святую Русь. Да-да-дай-дай-дай-дай-дай, Родина ты малая, это отчий дом, да рябина старая под его окном, тропка серебристая, поле и луга. Родина ты чистая, ты мне дорога. Родина ты чистая, ты мне дорога. Родина ты чистая, ты мне дорога. Еще один вопрос от меня. Да. Александр, можете немножко посвятить нас в процессы, вот, алгоритмы вот эти, как происходит, как зарождается песня, как зарождается мелодия, как вы это все создаете? Тут еще есть композитор, да? Да? Ну, это творческий процесс, разве Да, можно? это, вот, они меня поймут. Бывает по-разному. Вот, могу случай рассказать. Работал когда в околице, там у нас нужно было сделать, мы стали Марусю, спектакль. И надо было какие-то песни туда. Ну, то есть я среди ночи просыпаюсь и говорю жене соль диез и бегу на кухню. И беру гусли и начинаю сочинять. Вот оно бывает по-разному. Бывает, рождается какая-то мелодия, я так беру гитару и просто напеваю на диктофон, там телефон под рукой, либо диктофон, начинаю напевать. И этих мелодий у меня там их сотни, несколько сотен просто мелодий. А вот у меня сложность, у меня есть песни, которые я написал сам, есть, но их мало. Они мне, естественно, стихи мне даются сложнее. Если бы я быстро писал стихи, то тогда песен было бы очень много. А так, вот у нас есть, к счастью, в Зеленце очень много поэтов, и есть сборники. Бывает, что открываю сборник, и бывает моментально рождается. То есть какой-то набросок я начинаю как-то напевать, записывать, потом иногда возвращаюсь к нему через месяц, иногда через полгода, иногда он мне так и лежит, остается, иногда сразу. Ну, то есть что-то начинаю доделать. Но опять же, вот сейчас песня прозвучала, она не под гитару. Вот если та была песня сольная, эта песня, она для ансамбля написана, у меня есть наброски нот. Вот если бы сейчас была моя жена, мы бы спели двуголосие, вы бы услышали второй голос, и уже песня бы уже играла по-другому. Это вот как две песни было, когда вот одна была под гусли, и надо понимать, что на гуслях не все струны есть. И если вот здесь в гармонии есть отклонение у меня в аккордах, то на гуслях их просто нету. Тогда Анастасия Шугарей, она в каких-то местах их просто не играла, а иногда в гармонии приходится в параллельных аккордах искать, или еще как-то искать, а иногда и мелодию поменять. То есть не все можно сыграть. На каждом инструменте будет по-другому звучать. И не на все инструменты, ну вот так вот отвечу, не на все инструменты, естественно, каждая песня подходит. Пожалуйста. Тишина. Так, ну, я не знаю, можно спеть еще, можно видео включить, да, посмотрим. Пока еще давайте включите «Хороша Россия, матушка», это у нас хор «Зеленчатка». Опять же, это, значит, там немножко мелодия упрощена, то есть у меня в нотах голосов больше, а буквально чуть-чуть послушайте, как звучит, допустим, с хором. Пару минут. Да, вот это тоже Галина Ильинична, Дербенева, стихи, на ее стихи написаны.
с хором, оно, согласитесь, уже по-другому звучит, правильно? Когда еще есть голоса. Так, что-нибудь поживее спеть или в таком же духе? Давайте поживее. А? Поживее, да? Хорошо. Так, ну вот, должны понимать, что Галилеишная это, естественно, от женского лица написано. Большинство стихов, оно от женского лица. Так, от мужского, сейчас пою от мужского, который, ну, скажем так, можно петь и так, и так. Так. Ну, это уже, можно сказать, эстрадная песня, куда нужен саксофон, так как у меня в голове звучит. И когда я пою, та-да-дам, 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 вы должны понимать, что это так как нет инструмента. Если был бы какой-то инструмент, когда если бы оркестр звучал, да, то это была мелодия, которую играл инструмент. Так как у меня только гитара. Да, у нас очень много планов, не только таких вот рабочих, оно уже и с работой тоже связано. Вот. И руки не доходят у меня написать ноты, скажем так. Потому что на многие песни уже есть наброски, но мне надо как-то закончить еще и напечатать. Хотя многие ноты есть, ну, например, на Василий, естественно, про Василий, там видео нет, да? На Василии была песня, написана для ансамбля Лоулом, сидит руководитель его там, сзади рукой машин, да, Александра Якунина, народный ансамбль Лоулом, и для него была написана композиция, там видео нет, Александр Васильевич? Нету. Нету, да. Ну, потом послушайте, это Василий какого года? Прошлого, да? 22-го, да, года. Вот. Песня была как лучшая про, если не ошибаюсь, про Коми край, да, или как-то номинация про родное, да? Про родное село, вот. Но изначально была написана мелодия, и попросил Ольгу Рогожникову, чтобы написала стих, и стих получился такой, ну, то есть вот, в сотрудничестве получилась песня, посвященная к столетию Республики Коми. Я очень хотел, конечно, чтобы ее исполняли. У меня не было, если честно, не было такого, чтобы победить на Василии, где-нибудь там гран-при занять и так далее. У меня была задача, чтобы песня вообще вошла в народ.
Просто чтобы поучаствовать веселее и чтобы песни эту пели. Тем более написано было на 100-летие Республики Коми. Насколько я знаю, ну, в Новоселе больше таких песен не прозвучало, которая именно была посвящена 100-летию Республики Коми. Поэтому если кто-то будет петь в колледже, я буду только рад. Ноты у меня есть. Также есть ноты, также минусовки и прочее. Это все есть, если кому-то надо. Дверь открыта. Ничего не держу. А как вообще еще ни одного не издано сборника, да? Ну, вы же понимаете, что сборник это надо, чтобы было хорошо собрано. Ну, понятно. Вы имеете в виду нотные сборники, да? Да. Это... Чтобы песня и ноты, чтобы... Я понимаю, но это долгое дело, это надо как-то вот, чтобы потихоньку набралось, а потом уже сделать какой-то сборник. Конечно, мысли есть такие, ну, Бог даст, сделаем. Да, успехов. Да. У меня вопрос, Саша. Да. Я знаю, что ты очень много лет был увлечен фольклором. Так я сейчас увлечен. Серьезно. Но... Оно никуда не пропадает. И в песнях есть нотки фольклора. И более того, скажем так, есть песни, которые написаны, вот я сегодня взял на всякий случай гармонь, ну, наверное, сегодня под гитару исполню, не буду под гармошку. Есть, которые написаны под другие, скажем так, инструменты. Ну, есть такие песни. Есть как, вот у нас есть Портнов, Василий Портнов тоже поэт, есть на его стихи песня, которая как раз-таки по-народному поется и звучит, только вот надо ее как-то когда-нибудь исполнить с кем-нибудь, написаны про сегодняшние события на Украине, скажем так. То есть есть такие песни. Но в этом репертуаре нет абсолютно фольклора. Это авторская песня. Я не об этом. Я имею в виду, так как я давно это изучаю, есть кое-какие... Вот когда я писал к 100-летию Республики Коми, потом писали мне комментарии разные люди, не буду говорить кто, но у нас в республике они известные. Вот. Почувствовали фольклор? Нет, не в этом дело. Дело в том, что есть некоторые кусочки, то есть, которые, там несколько ноток, скажем так, взяты из какой-то песни. И потом уже на этом основано уже была цитаты, да? Маленькие кусочки, скажем так. Вот. Песня же как рождается? Изначально, если я сочиняю, я сначала беру маленький кусочек какой-то, вот я придумал какой-то кусочек, дальше идет развитие. Ну, вам объяснять это не надо, вы понимаете это, да? Может быть, там другим непонятно. Потому что есть же люди, которые пишут вроде бы песни, но не написано ни по композиции, если честно. Ну, то есть нельзя назвать это, да, это музыка, но оно совершенно никак туда никак не ложится, очень много ошибок. Вот. А в данном случае, если есть какой-то ход, он потом может дальше постоянно варьироваться, как это было у всех классиков, скажем так. Ну, коми-гармонию ты используешь, нет? Коми-гармонии ты используешь в своих песнях? В песне, которая была посвящена на 100-летию республики, чисто коми-гармонию. Полностью. Ну, напомним. Да. Я петь не буду, это только Слава Александровна, может, там подыграет, только если да. На коми петь не буду, потому что у меня есть слова, здесь все как бы, если хотите, можете. Вот. А вы можете найти видео и просто включить потом, пока сейчас я пою где-нибудь там, найти кусочек. Нет, ну живое исполнение это всегда лучше. Ну как я вам спою? Тут она же написана для женского голоса. Вы понимаете, я буду петь голос, который не основная мелодия. Это сейчас я буду заниматься полчаса. Не надо. Да, тем, что буду перекладывать в другую тему. Я предлагаю просто... Я не готовил ее, как бы совершенно. К следующей песне. Да. Так, ну, что мне дальше спеть? Живого, лирического, что хотите. Так, давайте я, наверное, знаете, что спою? Пока... Давайте я спою, наверное, вот у нас есть Валентина Сали, еще один замечательный поэт. Очень она пишет быстро стихи, Александр знает, это просто, не знаю, мозг. Как она, причем не просто пишет, есть поэты, которые быстро пишут, как что видят, а у нее стихи в школе надо учить. У нее написано 85-летие, посвященное войне, целый сборник, 85 стихов написано. Советую почитать.
Я сейчас пою на ее стихи, тоже вот, песня о родине. Насколько я помню, она писала это своему внуку. Внучку. Так, стих я имею в виду. А давай я тебе расскажу о далеком, родном, незабытом. Я по детству тебя провожу, буду я самым трепетным гидом. Посмотри, замелькали воржи, Васильков озорные головки, жеребенок по лугу бежит, так забавно, немного неловко. Оглянись, даль простора полна, горизонту поля убежали. Ну а тут стала леса стена, здесь река, там горы, увалы. Слышал ты, как пшеница поет, каждым голосом полдень погожий, а шпиля утомленный полет, так на гул самолета похожий. Посмотри, как шумят камыши, и как травы под ноги ложатся, в чистой речке мальки, малыши быстрой стайкой пугливо кружатся. А душа, адмирала твоя, от восторга и радости жизни под июльскую трель соловья ты своей поклонялся отчизне. Нет еще, так иди же за мной, посмотри, пусть душа затоскует, и послушай, как плавит сосной, как у леса кукушка кукует. Дай мне руку, да вместе с горы, прямо легкому ветру в объятия, побежим до реки от жары, на бегу избавляясь от платья. В свежих брызгах воды ледяной встрепенется душа от озноба. Побежишь ли по детству со мной, побежим, будем счастливы оба. А в мой миг восхитительных грез покажу все, что снилось годами, очарую свечением берез, на ромашках любовь нагадаю. Оглянись, даль простора полна, горизонту поля убежали. Ну а тут стала леса стена, здесь река, там горы, увалы. А давай я тебе расскажу все, что светлое наполнилось грустью. А давай я тебе покажу землю, что называется Русью. А давай я тебе расскажу. Браво! Так, есть вопрос? Тогда еще раз от меня, пожалуйста. Да. Вот, Александр, у вас остались ли еще какие-то в музыке такие ориентиры главные, или ваши вкусы, они слишком широкие, разнообразные? И уже они разные. Если, ну скажем так, если взять одного поэта, то у меня на него именно вот определенные гармонии, скажем так, ложатся. Именно вот они. У другого поэта стихи другие, и там совсем другое. И так вот у всех, в принципе. А в музыке, вот в музыке? Ну, в каком смысле? Ну, то есть, какие-то кумиры у вас остались, грубо говоря? Что еще раз? Кумиры. Кумиры. В смысле? Ну, то есть, которых вы выделяете? Ну, если брать из бардов, или кого? Или каких кумиров? Ну, да, смотря кого. Ну, классика, я очень часто слушаю, есть вот на ютубе, слава богу, есть такие, выпускают сборники советских песен, которые сейчас забыли. Потому что у нас ведь как получается, вот песня вышла, да, только что, а если вот говорить опять же о фольклоре, возвращаясь, да, туда, Еремей Чепров, помните такого, да, былинщик известный?
на Усыле. Вот когда он былины читал, былины же понимаете, что такое? Это один человек, а не там 8, не 10, это сейчас он сам не поет. То есть он их рассказывает, он сказывает эти былины, старинные по-другому не называются. И когда у него спрашивали, у других былинщиков, сегодня их очень мало осталось, его тоже нет живых, то его приглашали в Москву, в Питер, и он видел, то есть когда он рассказывал, он умел посылать даже образы людям. Это как, знаете, вот сейчас сказки вы читаете детям, да, и там обязательно картинки. Мы стараемся без картинок сказки читать, чтобы у ребенка был образ. И это, кстати, могут рекомендовать и те, кто с детьми занимается. Так вот, он, когда стал эти былины, поет, это же долго, это час, полтора. И получается, что видит, что люди не умеют слушать, просто перестали, особенно в городе. А потом, если говорить уже дальше, например, ну, допустим, группа Чиж-Чедраков, да, например, вот он, если старые песни, они у него там длятся по 9 минут, например. И когда на радио стали запрещать и стали говорить, нет, это слишком долго, давайте нам вот 5 минут, потом 4, потом 3. И сейчас многие, кто участвует, знаете, композиция должна быть не более там 3 минут и все. И вот таким образом мы просто убили свою культуру, скажем так, потому что если посмотреть другие страны и так далее, там все нормально, там нет никаких вот таких ограничений, у нас эти ограничения, я-то понимаю, откуда они идут. И получается, что вот песня, которая посвященная была маме, она только вот сегодня обывателю нужно не только песня, нужно, давайте мне еще и видеоклип сделайте, еще внизу строчки подпишите, чтобы мне вот просто сесть, устроиться поудобнее и посмотреть. И это очень плохо. То есть люди перестали слушать, как это раньше было в советское время. Поэтому раньше, во-первых, все песни всегда объявляли. Каждого, ну, сейчас это осталось в театре, в опере осталось, там говорят, первая скрипка такая-то написана, то и всегда в каждой песне говорят. А сегодня вот такие концерты нон-стопом, которые я не люблю, говорю вот прямо как есть. О чем я хотел сказать? Вопрос какой был? О кумирах музыки. О кумирах музыки. Вот. Поэтому кумиров очень много. Я меломан, но слушаю в основном хорошую музыку, и я считаю, что музыка должна соответствовать тексту. Всегда привожу такой пример, студентам приводил. Представьте, что в лесу родилась елочка. Соответствует песне? И что? То есть она должна быть соответствовать, понимаете? И если говорить о кумирах, это вот классика, это советские песни. Если говорить из современных, их очень мало, но они есть, это так по одной песне. А если из, допустим, бардов, например, вот, которые, да, это Митяев, Олег Митяев. Дольский очень похож. Да, Олег Митяев, у него, что не песни, это рассказ, можно сказать, вот вообще полностью, вот, что не песню взять. Причем там же не обязательно должны быть какие-то сложные гармонии, есть сложные песни, есть простые. Вот у меня есть, кстати, песни есть, которые, может, дойдем, может, спою, может, не спою, которые знаю, что она похожа на какую-то песню. Вроде плагиат получается, на самом деле, если мы возвращаемся к народной песне, там на один мотив много песен. Обязательно должна соответствовать слова к музыке. И вот я как бы не хочу переделать, я ее оставил так, какая она есть. То есть я могу написать так, чтобы она не была вообще похожа ни на что. Но тогда она не будет соответствовать. Ответил на вопрос? Ну так сложно, может быть, видно? Лариса Александровна в шоке. Вы привыкли, да? Для студентов очень поучительно. Для студентов я и сейчас пытаюсь, Александр знает, мы очень много разговариваем с Марией Владимировной, с детьми. Я считаю, это важно. Если просто, это знаете, как вот был замечательный Градский, Царство Небесное, я считаю, замечательный музыкант, один из моих любимых в то поколение, когда вот. И когда он участвовал в «Голосе», я тогда еще смотрел, сейчас не смотрю, потому что там, когда он был, там я смотрел. Вот у него, когда люди приходили, он из них всех их брал. Мне, слава богу, повезло с педагогом, у меня в университете, когда учился, Кузнецова Марина Анатольевна, она у студентов именно их искала.
Вот то, что вот у них. А многие педагоги бывают по какой-то книжке, там система какая-то, Мешко, скажем, и начинают по одному. И вот смотришь, один вышел на зачете, второй, третий, четвертый, и как один. Вот сразу видно, у кого не учится. Понимаете, о чем я говорю? Это школа вообще-то называется. Вот, я об этом говорю. А есть педагоги, которые вытаскивают, смотрят. Вот есть недостатки, вот у него эти, а есть вот эти. Это как у актеров, да? Ну ладно, не буду, я сейчас буду много разговаривать. Так, давайте спою что-нибудь. Спокойное, лирическое, веселое, быстрое. Что нравится вам? Ну, что-то много песен, да. Голос пропадает. Так, сейчас, давайте я спою. Знаете, вот у нас есть Александр Герасименко, он проживает в Вежеве. Замечательный поэт, у него вот стихи, можно сказать, даже вот некоторые, как вот в ту эпоху классики писали, очень много слов таких. Так, сейчас я найду. И у меня есть такая песня, она даже не песня, а можно сказать даже, ну мы в ДК кусочек пытались сделать, но я бы хотел, чтобы это где-то в театре в каком-то сделали актеры. И не моя минусовка, а вот чтобы они сыграли вживем, потому что это такой диалог. Вот, Галина Александровна, берите, вот, записывайте. Я вам потом минусовку скину. Сценарий песни. Да, сейчас называется «Поганки». Разговор был «Поганки». Да где это? Вот он. Говорю, столько песен, что ли? 4-й курс. Сейчас. Лесу дремучего ручья, прекрасной солнечной ограды, или в беседу, как качат, без сногсшибательных поганки. Сегодня Боровик Семен, он срезан шустрым левником, а ведь гордился, что силен, что богатырским нем вином. А это там маховичок, чок. Мне говорил, я не поганец. Вчера какой старичок его забросил ловко в ранец. Да-да, а помнишь ту волнушку, что пела песни по утрам? Мне шмель шепнул четверг на ушко, снесли пивунью в ресторан. С опятами на кухне, теперь по банку соль жуют, а мы куда же солнце рухнет, останемся в покое тут. В лесу дремучему ручья среди листвы в тени росянки лежат уже под нос ворча без сногсшибательных поганки. Лежат уже под нос ворча предогнивающих поганки. И вот смешно, когда играют. Александр, Да. ансамбль «Замечательные мужики» вы создали, да? Нет, все думают, что я создал. Я туда причастен, вот сидит руководитель, сзади вас, руководитель ансамбля. То есть я пришел, когда работать в село Зеленец, мне Владислава предлагала как бы полностью взяться за ансамбль. Но так как он существует давно, я не хотел менять каких-то, скажем так, устоев, которые уже были. Потому что все-таки уже сформированный ансамбль был. А так, по фольклору, конечно, мы работаем, помогаем в песнях, в подборе репертуара и разучивании и так далее и тому подобное. А руководитель остается Александра Якунина. То есть я его не создавал ансамбль. А мой ансамбль был, вот кто помнит, в колледже культуры, это ансамбль «Беседа», в Ухте даже гран-при занимали. То есть это ансамбль, состоящий из студентов,
которые, в принципе, многие к музыке не были. Там один был физрук, другой был историк и так далее. Вот. Ну, вот ездили, выступали как раз-таки, вот, когда был выигран грант с инструментами, гудок, лиры колесные, гусли и так далее, и так далее. Еще вопрос есть. Может, долго отвечаю, нет? Можете коротко на него ответить? Да. Вот у вас была какая песня, которую вы писали очень-очень долго, я имею в виду музыку, песня «Долгострой». Да, есть такая песня, она у меня не написана до сих пор, пишу вот про нынешние события. Есть песня, она все уже готовая, в голове крутится. Не могу написать дальше. Первый куплет написан, припев написан. То есть много написано, вот никак не могу закончить. Я думаю, что сегодня очень хотелось бы услышать песню, которую вы и стихи написали, и музыку. Ну давайте. Можно сейчас, либо завершить этим потом. Вы хотите завершить? Нет, я имею в виду, можете сейчас, можете наконец оставить. Нет, ну давайте, смотрите, я вам как бы, давайте так, а вы выберите, хорошо? Просто вот есть такая у меня, скажем так, коротенькая песня, вот у нас там есть... Нет, я не посылал. Есть даже клип, тоже была написана минусовка. Это стихи мои, музыка моя, про Новый год. В ожидании Нового года называется. А есть песня длинная, посвященная моей жене, 6 куплетов, но она долго звучит, со старыми словами, которые многие там уже забыли. То есть я специально ее писал в том стиле, как раньше писали. Во времена Пушкина. Вот, выбирайте. Есть коротенькая. Я думаю, длинной песней можно завершить, а сейчас про Новый год. Завершить хотел что-то другое. Ну давайте. Нет, я хотел, что вы что скажете? Длинную. И короткую, и длинную. И короткую, и длинную? Ну давайте что-нибудь. Короткую. Быстро-быстро время мчится, Новый год стучится в дверь, праздник сказкой воротится, добрых принесет вестей. Мы поставим в доме елку, нарядив ее с утра. Ждать осталось нам совсем недолго до свершения волшебства. Скоро-скоро ночь настанет, в небе праздничный салют. Эта сказка снова былью станет, и часы 12 бьют. Праздник песнями прольется, дом наполнит доброта. В каждом сердце отзовется светлой искоркой тепла. Заведем родных у елки, закружится хоровод, и польются снова песни звонко, нам в душе состав уют.
посмотрите, у нас клип ЛДК. Тоже хотите? Теперь длинную хотите, да? Ну это примерно 35 минут. Я шучу. Не слушайте меня. Сейчас только подумаю, где ее сыграть, ниже или... Дозволь мне быть твоей зарей, лучами проблеска зорницы, коснуть тебя пером жар птицы, согреть предутренней порой. Дозволь твоим мне утром быть, дыханием роз умыть рассвет, в лучах багряных солнца свет, порханье бабочек лови. А если дождь, то не беда, дозволь мне быть твоей отрадой, под капли в музыке дождя, кружить в плену садов Левады. Дозволь мне быть твоим ключом, сквозь твер земли к тебе пробиться, прильнуть к рукам живой водицы, уста наполнить родником. Дозволь твоей рекой мне быть, твоим бездонным океаном, без устали гряд, в объятиях вод морских ходить. А если курс потерян твой, дозволь стать компасом твоим, седой Нептун махнет рукой, прибрежным отменям морским. Дозволь твоим мне ветром быть, твой жизни парус наполнять, все беды тучи разогнать, течением верно брежно плыть. Дозволь твоей погодой быть, семи ветрам попутно бдеть, морозен час огнем согреть, а в зной прохладной льдиной стыль. А если стужа и метель, дозволь мне стать твоим плащом, метели превратить в капель, с небесных нет полить дождем. Дозволь быть ангелом твоим, в судьбе твоих путей дорог, в преддверии пред планеты срок. Дозволь укрыть крылом своим, дозволь мне сном твоим побыть, лелеет миг просвет дремот, вдвоем раскачивая плоть, в просторах морфия парит. А если вдруг полезный час, дозволь твоим лекарством быть, из трав Асклепия тот час, в
Пегас, любимец муз, созвездий сад проводит нас. Дозволь твоим Орфеем быть, в покровах Весты петь баллады, под песни в терпы и рады, волшебный лир-мотив творить. Дозволь бессмертен быть твоим, порвать цепи земных оков. Мы будем жить в краю богов, вдали заоблачных вершин. А если ты не хочешь, что я был бы кем-то из блаженств, чтобы менял судьбы миров, а чтоб оставил все как есть, тогда дозволь мне быть собой, любить тебя в земных масштабах. Дозволь мне просто быть с тобой. Для счастья больше мне не надо. Дозволь мне просто быть с тобой. Счастья больше мне не надо. Спасибо, Александр. Вопросы? Значит, ваша муза – это ваша жена. Это да, я мужа, она муза. Ясно. По этой песне вы поняли. Да. Я хочу еще спеть, давайте спою, раз нет вопросов, на стихи Валентина Сали, тоже нашего поэта, «Оранжевый Новый год». Про Новый год я уже спел, а если «Оранжевый Новый год», тоже вот мечтаю, чтобы кто-то написал минусовку, не сам, а хочу именно, чтобы написали, а может быть сыграли и сделали это на сцене театральной именно. Ну, сейчас Галина Александровна сразу картинку включите, представите. То есть такая маленькая девочка выходит, все в оранжевом цвете. Вот опять же еще хотел сказать, что большинство стихов, которые вопрос, когда был, как обычно пишется, да, очень много слов еще приходится иногда менять. Это надо понимать, что потому что вот в данном стихе, например, последней строчке где-то, может, 8 строчек, то есть Валентина Михайловна не против была, то есть хочется иногда закончить как-то стих по-другому, либо что-то поменять вообще в стихе. Естественно, с авторами всегда эти вопросы обсуждаются, против или не против. Вот. В общем, оранжевый Новый год. Сон оранжевый приснился, словно солнечный мандарин. Снег оранжевый кружился, щедро красками долин. Из оранжевого дома песни весело лились, а щенок соседский Тёма кость оранжевую грыз. А щенок соседский Тёма кость оранжевую грыз. На оранжевую елку приглашали малышей, на оранжевых елках 100 оранжевых мышей. Даже очень злые волки ради праздника чудес рыжим выкрасили челки, удивив притихший лес. Рыжим выкрасили челки, удивив притихший лес. Клон в рыжем парике с ярким круглым носом, на оранжевом шнурке рыжий мячик носит, а с оранжевого неба из облачной вершины, может быть, а может и не быть, покатились апельсины. Может быть, а может и не быть, покатились апельсины. Оранжевые дети все в оранжевых штанишках по всему по белу свету догоняли их припрыжку. Веселее нет, как
держать все вместе елку и веселье апельсины на оранжевых иголках, и веселье апельсины на оранжевых иголках. Я проснулся, запах дивный, елка весело мигает, а под ней апельсины, праздник весело встречаю. Это надо же присниться, чудо-юдо дивный сон. Вот бы снова воротиться, вот бы вновь приснился он. Вот бы снова воротиться, вот бы вновь приснился он. На оранжевую елку приглашают малышей, на оранжевых иголках 100 оранжевых мышей. Даже все оранжевого цвета, даже Дедушка Мороз на оранжевых оленях на подарочки привез, на оранжевых оленях на подарочки привез. Все оранжевого цвета, даже Дедушка Мороз на оранжевых оленях на подарочки привез, на оранжевых оленях на подарочки привез. Детская песня про оранжевый Новый год. Ну, я думаю, надо потихоньку переходить к финальной части нашего вечера, поэтому давайте еще несколько песен и то, что вы запланировали на конец, на начало. Да я как бы не планировал, заметки поставил. Сейчас несколько песен. Так, ну давайте, сколько песен? 3 песни? Про войну просто хотелось тоже спеть. Хотя бы одну. Хотя бы одну. Медсестру спеть? Про войну. Или другую? Медсестру спеть или Баркову? Медсестру, да? Ну, есть песни разные про войну. Есть тоже многоголосие расписаны, есть разные, есть даже по ролям. То есть такие, опять же говорю, под гитару все не показать. Это как бы не так будет выглядеть. Вот есть одна песня, одна из первых, наверное, на стихи Валентины Салли. Это стихи медсестрам. Как раз приехал, по-моему, из Венеции. Вот. Его уже когда-то читали, потом сказали, что он по-другому как-то, да? То есть, так, вот попробую ее, наверное. Эта песня тоже представляется с баяном, то есть не под гитару. Песня исполняется девушкой. Ну, сейчас пока так послушаем. Глаза у лейтенанта хороши, а у меня застиранное платье, да стоптанные туфли за гроши. А он такой, а что со мною будет? Он руку мне тихонечко пожал, поправится девчонки и забудет, а у меня вроде такой пожар. Отважно бой терпел на перевязке, но губы в кровь бедняга искусал. Но прошептал, какие у вас глазки, сестренка, как же я не замечал. А у меня халат в кровавых пятнах, не по размеру на плечах висит. Я ошибился, мол, весьма приятно, а он меня на танцы пригласит. Дай, 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 дай.
несет сегодня право по плечу. Ах, милые военные подружки, вам ничего не нужно объяснять. Мы с вами спали на одной подушке, когда случалось все-таки поспать. Я побегу, ничто не остановит, и пусть свершится то, что суждено. Настанет миг, накупим мы обновы, нальем стаканы терпкое вино и вспомним тех, чем врачевали раны, кому закрыли ясные глаза. Я побегу и сожалеть не стану, он будет ждать, мой лейтенант сказал. Так, ну, вопросы есть, вопросов нет. Давайте споем. Есть такая песня? Ах, попробую ее испеть. Она просто так никто не играет. Александр Владимирович там кто на гитаре играет. Так, в общем, бывает приходят такие сочинения штуки. Значит, стих вернее, песня на стихи Александра Герасименко «Я скоро приеду домой». Мелькают березки ели, местами сосны стеной, качает вагон, как качели, я скоро приеду домой. Мне машут поляны ромашек, платочками белыми вслед. Все тут дорогое, все наше, все то, что не знал много лет. Где травы с туманом воркуют, где сосны качают ветра, и там небеса, аллилуйя, крикну я дома, ура! Как здорово, что не стареет, душой я, как прежде, живой. Качает вагон, как качель, я скоро приеду домой. Деревья, поля, перелески, мосты над прохладной рекой, вагон не в купе, занавески, даже вот тот человек, бегущий кряхтя по устанку с огромным баулом в руках. Я завтра пройдусь позаранку к реке, где заливистость та, где травы с туманом воркуют, где сосны качают ветра, и там в небеса, аллилуйя, крикну я дома, ура! Как здорово, что не стареет, душой я, как прежде, живой. Качает вагон, как качель, я скоро приеду домой. Где травы с туманом воркуют, где сосны качают ветра, и там в небеса, аллилуйя, крикну я дома, ура! Как здорово, что не стареет, душой я, как прежде, живой. Качает вагон, как качель, я скоро приеду домой.
качели я скоро приеду домой. Качает вагон, как качели я скоро приеду домой. Почему необычно? Потому что либо на гитару надо перестраивать полностью, либо вот такое каподастрами делать. Так просто каподастрами никто не нажимает, с другой стороны. Поэтому я беру. Так, ну давайте, если уж Галина Зербинева начали, а потом последнюю песню спою и разойдемся, да? Хорошо, все устали. Потом я еще один вопрос. А вы пока задавайте, пока еще. Давайте тогда еще. Да. У нас просто такой традиционный вопрос, который мы задаем всем спикерам, которые меня попросили вам задать. Какой? Каково ваше жизненное кредо? Можете подумать и сразу ответить. Вот на страницу ВКонтакте зайдете, как он... Слава. Да, можете прямо сейчас. Да, вот. Да, там много на самом деле есть, но вот, как я сказал уже, там изначально я там написал, уже много лет не меняю. Сейчас помню. Просто я не люблю слово кредо. Вот, давайте как-то на русском спросите меня, на русском. Вот, сразу начинаю это. Не люблю я не русские слова. На русском языке, вот, потому что русский язык это русский язык. Немножко... Ну, ваши главные цели в жизни, мировоззрение, так скажем, ваш путь. Ну это уже другой вопрос. Жизненный путь, ну вот я считаю, сейчас сначала скажу, на первый, да? Не важно, сколько дней в твоей жизни, важно, сколько жизней в твоих днях. Такой постулат. А по поводу пути, ну, я считаю, что если человеку что-то дано, какие-то свойства, какие-то качества, таланты и так далее и тому подобное, он должен их использовать. Потому что есть много людей, и я уходил, в принципе, с творчества, я много где работал. Когда в колледже культуры работал, так получилось, что потом уехал в Мусинск, работал в магазине, ну так получилось, как бы. Вот. Так жизнь повела, скажем так. Это как бы даже не от меня зависело, а от финансов и от места, что ли. Вот потом уехал в Зеленец, сейчас, считаю, нашел себя. Вот. Потому что в любом случае без музыки человек не может никак существовать. Все в мире построено, это я не буду об этом рассказывать, но это просто доказано. Как-нибудь отдельно, может, так, с долгим разговором там, пояснил. Ну, все, это математика, музыка. Любой даже камень имеет и свой цвет, имеет градацию цвета. Как бы, хотим мы, не хотим, даже наши ДНК имеют свою мелодию. Давно доказано. Поэтому, если человеку что-то дано, чем-то заниматься, то если он нашел себе какие-то качества, мне кажется, их надо делиться с людьми, не держать их в себе. Я стараюсь всегда делиться, как я уже сказал. Я не такой человек, что только вот там я пою, или кто-то вот кто-то поет песни, больше вот никто не должен. Нет, я наоборот хочу, чтобы песни пелись и как бы, чтобы они были в народе, чтобы они звучали. Потому что если они у меня идут откуда-то, то есть, мне кажется, ну, как-то так коротко. Надеюсь, коротко. Так, ну, такой давайте закончим такой песней веселой. Так, ну это такая, не, опять же, не под гитару. Так, ладно, попробуем. На Галины Гербеневой. К рощице той ивовой на краю села песня соловьиная за руку вела, трепетали ивушки голубой листвой. Мое сердце таяло дивной ночью до. Ах, как пел соловей в тишине дивной ночи, скрывший зелень ветвей, он влюбленный пророчий и надежду дарил, и
краю села. Песня соловьиная сердце мне зажгла.